Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Мужчина, о котором вы думаете, кто в вашей голове, кто в вашем сердце. Давайте посмотрим, что у него за тайны, что он от вас скрывает, что прячет от вас. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Так, действительно думаете, много вопросов у вас к мужчине. Его поведение, его отношения. Вы не понимаете, да? Вы не понимаете, почему он так себя ведет. Вы не понимаете, почему он так к вам относится. Здесь у мужчины какой-то избегающий тип привязанности. Он может появляться и пропадать. Он может клясться в любви и на следующий день уже быть холодным, как айсберг. То есть какое-то поведение странное, вот как будто бы его вот подменяют периодически, да, то он настоящий, то его подменили, то опять, да, вот и по кругу все идет. Вы уже устали, вы не понимаете, чего от него ждать, вы не понимаете, почему он не развивает ваши отношения, ведь у вас все хорошо. Вы не понимаете, почему он так по-разному к вам проявляется. Вы не понимаете, когда у вас вот все замечательно, да, мужчина резко меняется в отношении к вам и просто вот исчезает, пропадает, либо становится замкнутым, угрюмым, закрытым, неконтактным, да, ну просто какой-то ужас. Вот что с ним творится? Скорее всего, подозреваете наличие другой женщины. И я вам скажу, тут не на пустом месте ваши подозрения. Нет, это не то, что вы подумали, но сейчас я вам все объясню, я просто увидела. Вы подозреваете, что, возможно, он вас там не любит, что, возможно, он вообще, в принципе, да, там что-то другое в голове имеет. Кто-то подозревает мужчину, допустим, в каких-то нехороших привычках. Кто-то подозревает, что мужчина, например, под воздействием какого-то приворота, либо какой-то магии, может, даже проклятия. Значит, мои хорошие, кто подозревает наличие другой женщины, вот вы правы, вы не правы, вы ближе всех к истине. Да? Тот, на кого вы загадали, там действительно в его жизни женщина оставила очень серьезный и очень болезненный след. Это, как знаете, живая рана, которую невозможно исцелить, да? Она не заживает. Вот не заживает и все, хоть ты плачь, не заживает. И еще этот мужчина иногда занимается тем, что он эту рану свою посыпает солью, да, еще больно себе делает. Мужчина любил, ваш бывший любил, и вы, скорее всего, знаете о том, что он любил. Но вы не знаете, насколько сильно он пострадал в этой любви, насколько сильно его прям, знаете, вот прям вывернули наизнанку. У меня вот информация идет, у меня в самой сердце сжимается, да, вот когда я это все ощущаю, что пережил ваш мужчина, мне просто не по себе и ком к горлу подходит. Там была девушка, женщина, которая искала выгоду, да, деньги, спонсорство, поддержку, богатого мужчину искала. Она не искала любви, она искала богатого мужчину. И вот этого вашего мужчину она использовала. То есть он там на нее много тратил, он брал кредиты, он залезал в долги, то есть она ему там все время капризничала: дай мне это, купи мне то, а у другой там девушки есть, у подружки есть, а ты типа жадничаешь. То есть там все как бы было за деньги, да, за деньги. А он этого не понимал. Он не понимал, что она торгует собой, ну, в прямом смысле слова, да, ты принес подарок, и тебе поцелую, не принес подарок, все, пошел вон, иди ищи деньги, приноси мне подарок. Вот он действительно ее любил. И эта девушка в конце концов все-таки нашла кого-то побогаче, и она его просто вот
выбросила из своей жизни, понимаете? Так и сказала: ты ничтожество, ты никто, у тебя нет денег, ты там кто, бомж, да? Ты не имеешь права даже думать о такой девушке, как я. То есть настолько она болезненно с ним порвала отношения, настолько она его там унизила, настолько она его в грязь топтала, что вот прошло время, а мужчина до сих пор содрогается, когда о ней вспоминает. Но содрогается не от любви, а от ужаса вот этого ужаса слов, от ужаса ее действий, от того, что вот она такая беспринципная тварь оказалась, да. Вот часто мы говорим про мужчин плохо, но мы забываем, что и женщины могут поступать очень плохо. И это прям сплошь и рядом, да, через одного чередуется, что у мужчин, что у женщин. Вот. И обычно хорошие люди, да, хорошие мужчины, хорошие женщины страдают, да, от таких вот нехороших мужчин и женщин. Вот ваш мужчина, на которого вы загадали, который вам нравится, вот я даже скажу больше, вот кто-то любит, да, мужчину, которого загадал, вы не знаете, через что он прошел, вы даже не догадываетесь, какие раны у него на душе, на сердце есть, и эти раны не заживают. Там, я так понимаю, что нужно либо больше времени, то ли уже надо специалиста подключать, да, который вот именно с такими травмами и ранами работает, потому что очень больно ему сделали. Он к вам очень хорошо относится, он, как бы это сказать, он не подпускает любовь, да, вот любовь, она просится, она там в душу, в сердце заглядывает, там стучит в дверку сердца, говорит: ну впусти меня, ну впусти, но больше не будет как раньше, а он не впускает, он забаррикадировал свое сердце, он не впускает, он боится, что вы вдруг в какой-то момент, вот не знаю, сойдете с ума и превратитесь в его бывшую. Вот волей-неволей он уже боится. Вот есть же эта пословица: кто обжегся на молоке, тот и на воду дует. Вот и он дует на вас, думая, что вы тоже станете такой, что вот он вас полюбит, он отдаст вам свое сердце, а вы потом кого-то богатенького выберете, да, либо его унизите и прям на части его сердце разорвете и выкинете. Вот этого он боится. Да, он мог вам рассказать, что у него были отношения. И да, он мог вам признаться, что была любовь. Ну, там девушка, например, с кем-то другим ушла. Он мог вам это рассказать, но он не рассказал, как все было на самом деле. Вот сколько боли, сколько страданий он пережил. У него даже очень были плохие мысли по поводу того, что вот сам себя хотел приговорить, понимаете? Не буду называть вещи своими именами, потому что на Ютубе это нехорошо, да, Ютуб такое не пропускает. Но были такие мысли. А у кого-то отыграется, что этого парня его буквально вот, вытаскивали с того света, да, потому что он уже это делал. Делал, потому что он потерял смысл в жизни, такое сильное разочарование, такая боль произошла. Понятно, что вы тут ни при чем. Понятно, что вы оказались просто в такой ситуации, что на вас это все вылилось, а вы не совсем понимаете, откуда лилось, да, и что лилось. Вы просто думаете, что парень там холодный, что он не любит, что он играет, либо там изменяет, да, какие-то такие у вас мысли. А на самом деле у него просто разбитое сердце. Осколочки сердца потихонечку там, да, кое-как выживают, но исцеления пока я не вижу. Слишком сильно ему досталось. Либо он у вас такой вот нежный, мнимый, ранимый, не знаю. Тяжело. Мне даже самой, вот я посторонний человек, мне очень тяжело об этом говорить. Очень тяжело. Я сразу хочу задать вопрос. Будет ли исцеление этого мужчины? Либо сможете ли вы его исцелить своей любовью? Потому что я вижу, с какой нежностью вы к нему относитесь, и он вам дорог. Вы ради него на многое готовы пойти. Но только вы не потерпите, да, если он там будет изменять. Ну, либо он там какой-нибудь лудоман, например, да, либо хайпажор. Вы этого не потерпите, вы этого боитесь. Вот. А на самом деле причина, конечно, немножко другая. Так, ну давайте посмотрим, вылечится ли он. Да, вы его вылечите. Ну, девочки, так вас как лекарство сам Боженька ему послал, понимаете? Вы же его лекарство. Лекарство, которое нужно принимать по схеме, да, либо длительное время для того, чтобы исцелиться. Во-первых, он послан вам как будущий супруг, это прям 100%. А вы ему посланы как будущая супруга, и так, кто его исцелит и вытащит из этой клоаки боли, в которой он уже последние как несколько лет варится, просто варится в ней. И
какой-то бесконечный процесс происходит, да? Именно вы его вытащите, вы его счастливая звезда. Скорее всего, вы у него точно в гороскопе есть. Вот я не астролог, но если у вас будет желание, возможность заказать астрологический разбор, вот вы ему идете как счастливая звезда. Звезда новой жизни, избавления, спасения, счастья, удачи, любви, везения. Да? Вот вы для него такая вот судьбоносная звезда. Да, он вылечится, но на это время уйдет. Не все так сразу. И опять же, понимаете, и вы же тоже не железная, да? Вы же не знаете, что думать. Он молчит, не признается. И вы не знаете, что думать. Вам кажется, что он пренебрегает. А на самом деле ему болит, девочки. Ему болит из-за какой-то другой женщины. Признаться в этом он не признается. Вам точно не признается. Ну, во-первых, это нехорошо, некрасиво по отношению к вам, да, в присутствии одной женщины говорить про другую женщину. Во-вторых, он боится, что вы там ревновать начнете. Ну, и также он боится, что вы точно такая же женщина, да, что вы скажете: а, ты меня раскусил, значит, все, уходи, я тебя побогаче нашла. Да? И этого он тоже, к сожалению, боится. Здесь вот как терпение и такт. Да? Нужно проявить терпение и такт, дать ему время. Он вас проверяет, кстати. Вы замечали, наверное, да, кто внимательно, были такие подозрения, что он вас проверяет, как испытывает. Это да, это есть. Я вижу, что он вас проверяет. Время от времени он вам устраивает проверки, смотрит на вашу реакцию. Пока вы все проверки его прошли. Но опять же, рана еще не затянулась, поэтому это может продолжаться. Также, мои хорошие, я вижу, что мужчина к вам очень сильно привыкает. Да? Привыкает. Он привык, но еще не до конца, вот так можно сказать, да, сильно привыкает, привязывается. И каждый раз, когда он понимает, что вот ему вас не хватает, что вы такая милая, что с вами так хорошо, он такой: все, я залип на нее, я к ней привязался, надо рвать эту привязку, да, а то будет больно, а то будет как в прошлый раз. И поэтому он пропадает, поэтому он становится сухой, закрытый, молчаливый, да, и вот исчезает. Это он так типа разрывает привязку с вами. Ну, это так не работает на самом деле, да. Наоборот, он только хуже делает себе и вам. Когда его нет рядом, когда он там пропал, не появляется, вот он очень сильно переживает, очень сильно, сильнее, чем вы переживаете, сильнее даже, чем вы могли бы себе представить, он переживает. Но только он это не говорит, он это не показывает. И еще он за вами как-то тайно следит. То ли у вас какие-то шпионские программки есть, там телефон, планшет, либо компьютер, то ли он буквально за деревьями прячется, за вами следит. Да. То есть ему важно убедиться, что вы не такая, как бывшая. Ему важно убедиться, что вы не за деньги с ним, не за какие-то плюшки, бенефиты, что вы по любви, да, по любви. Вот. Здесь очень сложные отношения. Женщине прям невероятно сложно, и вы как женщина, да, не заслужили этого. Просто не заслужили. А вот такой вам раненый, кто орел попался, да, раненый, он реально раненый, и рана не заживает. Еще нужно время, чтобы рана зажила. И он еще, знаете, периодически сам ковыряет свою рану, дабы вот не забыть, как это может быть больно, чтобы не ошибиться в вас. То есть мужчина саморазрушением занимается. Почему-то так мне идет. Очень сложный случай, но с другой стороны мы с вами видели, что вы друг другу по судьбе. Вы его лекарство, вы его счастливая звезда, но он ваш суженый, ваш будущий супруг. Вот так показали. Скрывает свое прошлое, вернее, даже не просто прошлое, он скрывает боль своего прошлого. То есть если бы вы все знали, если бы он вам все рассказал, конечно, вы бы понимали, с чем вы имеете дело, и, возможно, вы бы как-то по-другому действовали, да, и не было бы таких вот гнетущих мыслей, которые есть в сегодняшнем дне. Но он вам, кстати, он вам расскажет о своем прошлом в момент, когда он от прошлого исцелится. Когда ему уже не будет так болеть, когда уйдет последний страх, вот тогда он вам честно все расскажет о том, что на самом деле произошло в его прошлых отношениях, как ему разбили сердце, как его втоптали в грязь, как его унизили и уничтожили. Вот он вам расскажет. Когда он вам расскажет все, это прям верняк, 100% он исцелился. Пока не рассказывает, значит, он еще болеет.
Ну, судьба такая, девочки. Я понимаю, я слышу ваши вопросы, зачем мне это все, это судьба такая. То есть, возможно, это ваш путь, да, спасти этого мужчину для того, чтобы ваша душа перешла на новый уровень. Да? Это то доброе дело, которое вы должны сделать. Это не только доброе дело, это великое дело, которое вы должны сделать в вашей земной жизни. Вот как-то так мне идет. Очень сложно. Очень. И мне так жаль, что вы с этим столкнулись, но с другой стороны, вам и счастье великое с ним обещано после его исцеления. Ну и вы тоже, пока будете его исцелять, вы тоже очень многому научитесь и очень многое поймете. У кого-то, кстати, из вас даже такое вот предназначение, да, вот исцелять тела и души людей. То есть, возможно, вы родились целителем, но вот как раз с этим мужчиной ваши способности откроются, да, полноценно откроются. То есть вы поймете, что вы, да, вы исцеляете не только тела, но и души людей. Так что вот точно у кого-то отыграется. Ну, у кого-то отыграется, что нужно пройти такой непростой путь, чтобы обрести свое великое счастье. Счастье с этим мужчиной. Там у вас брак, 100% брак, причем брак официальный. Вот так, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.